Мир вам, братья и сестры. Нож вот очередной якутский сделали Божьей помощью. Ну, показываю вот уже вот. Ножны из можжевельника, обтянуты хвостом крупного рогатого скота, растительного дубления, дубовой корой дубленой. Можжевельник, он природный антисептик, клинок всегда стерилен, всегда приятно пахнет. Вот такой вот сам ножик. С этой стороны. Травление хлорным железом клинка. Металл 9 ХФ. Рукоять совель березы, хвостовик почти доходит. То есть очень большой такой, длинный. Всегда делаю такие. Ну и приступим к испытаниям. Это вот рог лося. Заточка тут очень острая, градусов 20, наверное. И тем не менее, 9 ХФ он. Металл такой, что держит с таким углом заточки. Так, это у нас древесина. Это у нас, вот древесина, вот рог построгали. Это вот транспортерная лента. Кусочек остался еще. Ах ты, неудобно держать. Спасибочки. Ну, видно, что он вместе с кордом режет. Дерево попробуем. Видно, да, срез такой гладенький получается, что он именно режет, а не колет древесину. Ну, можно такие вот тоненькие стружечки снимать. То есть тоже режет нормально. Древесина. Так, теперь это хвост. Из таких вот ножны делаем. Но это обрезок такой вот остался. Чтобы показывать как. Ну вот хвосты, когда я ножны вот делаю, тоже вот такими же ножами брею. И бывает там по 20 хвостов одним ножом бреешь. Без всякой правки, нормально. Он сейчас этот хвостик высохший уже. А так-то я его брею, конечно, на сухом месте. Он пока на газетке, да, видно. Волосня. Такой деревянный хвост, но тем не менее режет. Ну и по газетке проверим. Примерно так. Теперь, значит, если править его, я обычно беру деревянный брусочек, на него одеваю наждачку и вперед-назад, ну, у меня в предыдущих видео там показывал, по плоскости. С обратной стороны только заусенчики слегка вот снять вот такими вот движениями. Можно обножно даже вот слегка подправлять. Под кожу хорошо тоже затачивается. Уже доводится, вернее, такой до идеального реза. Если в ножнах будет очень, зажмет, случайно там прозеваете, например, не смажете вовремя. Так и вот я в пузыречках у меня продается, в предыдущих видео есть такое вот средство для смазки клинка, и ими же ножны можно мазать. И вот если зажмет его, сильно будет туго входить, вот такой вот кусочек наждачки тоже берете, я вот так вот сворачиваю. Это 180 размер, самый нормальный, оптимальный вариант. Ну и главное не переусердствовать, просто вот так вот обрабатываете устья ножен до тех пор, пока нож более-менее свободно, но чтобы не слишком там, чтобы не выпадал. Я предпочитаю, например, чтобы пусть он лучше туже держится, но зато не потеряешь. А вынимать вот, то есть пальцем упираетесь и вынимается очень легко. Этими же ножнами можно удлинить. Слегка вот так вот провернули, чтобы лучше держался, и он уже как бы не выпадает. Вот, в общем, всего самого доброго. До свидания.